Здравствуйте, на телеканале ТУА-24 «Время новостей», в студии Мадр Сандан. Как отмечают эксперты, эти трехдневные выборы были самыми конкурентными за последние годы. В них участвовало 14 партий. Легитимность выборов признана всеми участниками кампании. Запросам жителей России на перемены отвечает появление в Госдуме пятой партии «Новые люди». В Туве явка составила более 83%. С другими данными избирательной комиссии Тувы на 11 часов 21 сентября познакомит Инна Клоян. По предварительным итогам голосования, обнародованным избирательной комиссией Республики Тыва, в досрочных выборах высшего должностного лица республики лидирующую позицию занимает временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык, который набрал более 86% голосов. На избирательные участки пришли более 83% зарегистрированных избирателей. Результаты выборов показывают также, что «Единая Россия» сохранила свои позиции. Мы проведем заключительное заседание касаемо выборов депутатов Государственной Думы и высшего должностного лица республики. И в официальные цифры они будут озвучены вам сегодня после нашего заседания. «Единая Россия» набрала 85,34%. Одномандатный, который у нас выдвигался, представитель и кандидат от «Единой России» Сарыглар Адын Николаевич набрал 74,43%. Напомним, что информация дается по предварительным данным. Территориальные комиссии еще сдают протоколы и возможны незначительные изменения. Также были жалобы. В избирательной комиссии их поступило 14. Они все рассмотрены, заявителям даны ответы. В целом по России отмечается, что это были самые конкурентные выборы за последние годы. В них участвовали 14 партий. Запросы граждан на перемены отвечает появление в Госдуме пятой партии «Новые люди». Инна Клоян, Чайханданга, Кузал Сарыксарен, ТУА-24. В региональное отделение Народного фронта продолжают поступать многочисленные жалобы жителей по вопросу приобретения угля, а именно по графику отгрузки на угольных разрезах и случаях завышения цен перекупщиками. Сегодня наша съемочная группа выехала в очередной рейд. В очереди на погрузку в Каахемском угольном разрезе в день стоят более 400 машин. Потребители вынуждены занимать очередь с 3 часов ночи, а то и вовсе ночевать. Так, не найдя возможности приобрести уголь участников, Татьяна ждет открытия горнорудной компании, чтобы купить уголь не только для себя, но и для своих родителей. Отопительный сезон давно начался. У меня ребенок. Я не могу согреть ребенка. Мне надо где-то добывать уголь, чтобы прожить зиму. У меня нету «Газели», чтобы я смогла заехать. И от перекупщиков тоже нету денег взять. То есть там цена 3000 за тонну. У меня таких средств нету. Мы вчера подъезжали так-то сюда. Нас не пустили, то есть не пускали вчера. Вообще «Газели» вот эти маленькие машины. Вот уехали, а сегодня увидели, что уже спускаются, это загруженные, и приехали. Пускают. Ограничение на погрузку малотоннажных машин углем горнорудная компания объясняет техникой безопасности. Отделение Народного фонда уже завтра проведет совещание, в рамках которого попытаются найти решение той проблемы. Изменение графика работы угольного разреза с целью более полного ответа на запросы жителей. График работы угольного разреза мы хотим предложить в 2 смены, хотя бы на сентябрь и начало октября. И хотим также предложить, чтобы они продолжали отпуск угля и в субботу тоже. Кроме того, мы хотим предложить Министерству экономики, чтобы индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажей угля, включили в состав индивидуальных предпринимателей, которым требуется господдержка. Все это сделано для того, чтобы цены на уголь не росли. К участию в совещании приглашены представители Министерства топлива и энергетики, службы по тарифам, Министерства экономики, мэрии города Кызыла, а также Кызылского гортопа и Тувинской горнорудной компании. Ситуация по работе Тувинской горнорудной компании, как мы видим, они сейчас работают, то есть у них график работы отпуск угля частным лицам, то есть утвержденный график с понедельника по пятницу. То есть так и было, что в субботу там они работали с организациями. До 3,5 тонн техника, да, так скажем, легковые на прицепах, отгрузку угля со склада, то есть на забой, на сам разрез, чтобы не ездили. Потому что это соблюдение техники безопасности, потому что там отгрузка угля идет эскаватором, у них ковш, объем около 5000, да, получается, и поэтому
то есть около 5 кубов, поэтому в принципе для легковых автомобилей это небезопасно. Напомним, правительство республики приняло решение о снижении цены на уголь. Регулироваться должна и доля транспортных расходов в общей стоимости тонны угля. Но, как показывает практика, частные лица и индивидуальные предприниматели руководствуются своими интересами. Вопрос погрузчика для легковых автомашин твердым топливом решат в ближайшем будущем. И запрет на загрузку легковых автомашин будет снят. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Кузел Сарых-Сарен, Тува-24. Добавим, что завтра, 22 сентября, отделение Общероссийского народного фронта проведет совместное совещание по итогам проверок стоимости угля и наличия его на складах республики. На базе женских консультаций в Кызыле началась вакцинация беременных женщин со сроком беременности от 22 недель. Поставить вакцину можно также в любом другом пункте вакцинации. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС, обменную карту. Как показали исследования российских ученых, вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса. В честь народного праздника животноводов Наадым и столетия юбилея Тувинской Народной Республики в Кызыле с 22 по 24 сентября пройдет 3-й гастрономический фестиваль тувинской баранины. Как пройдет конкурс перед ограничительных мер, расскажет Алдын Казбуян. Фестиваль тувинской баранины с призовым фондом в 100 тысяч рублей в этом году пройдет в онлайн-формате. Конкурсантам, которые отправили свои заявки на участие в фестивале, предлагается приготовить изысканное блюдо в присутствии жюри. Участники должны представить деликатесы из баранины местного производства по традиционным или современным национальным рецептам, исключительно из экологически чистых продуктов, без добавления искусственных усилителей вкуса и красителей. В этом году конкурс будет проходить в онлайн-режиме на базе ресторана «Царская охота». Там будут повара участников общепитов готовить, выставлять блюда, также презентовать эти блюда и отвечать на вопросы жюри и защищать, так скажем, свое блюдо в виде проекта. Да, этот конкурс проводится для того, чтобы заинтересовать туристов нашей традиционной национальной кухней. Ведь наши традиции и наша кухня – это большой ресурс, который должен быть использован при для развития отрасли и в целом экономики. Критерии оценки фестиваля тувинской баранины не только вкус и запах, но и сервировка стола, презентация блюда, внешний вид, а также его новизна. Все это будет оцениваться по балльной системе, по итогам которой 3 участника, набравшие большее количество баллов, разделят призовой фонд. На финал должно выйти 3 участника. И призовой фонд конкурса 100 тысяч рублей. Для победителей это приз в размере 50 тысяч рублей, второе место 30 тысяч и третье место 20 тысяч рублей. В конкурсе принимают участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания. Цель фестиваля тувинской баранины – сохранение национальных кулинарных традиций, а также обмен опытом среди поваров. На сегодняшний день у нас уже много заявок. Количество мы предусматриваем, что порядка 12 участников все-таки у нас будет. Болельщики будут наблюдать конкурс онлайн. Будет ссылка на YouTube-канал ОВА Медиа. Они являются нашими партнерами по организации конкурса в онлайн-режиме. Организаторами конкурса являются Министерство экономики, микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва, а также государственные автономные учреждения, бизнес-инкубатор и информационный центр туризма республики. Алдын Казбуян, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, Тува-24. Добавим, что 24 сентября в 10 часов телеканал Тува-24 начнет прямую трансляцию конных скачек, которые пройдут в местечке Божалы Эрзинского Кажуна. В тот же день в 13 часов в спорткомплексе Субедей состоится республиканский турнир по борьбе Хуреш. Соревнования проводятся без участия зрителей, будет вестись прямая трансляция. С 21 сентября в Туве проводится региональный отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс» – международных конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. С открытия регионального этапа передается Айгын Бюрбю.
Обилимпикс – это международное некоммерческое движение, главной целью которой является обеспечение профессии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. До национального чемпионата Обилимпикс в России осталось 1,5 месяца. В Туве, как и в 85 регионах страны, приступили к отборочному этапу. Из 78 компетенций наши специалисты выбрали адаптивную физическую культуру, поварское дело и технологию моды. Девочкам особенно нужно уметь шить для того, чтобы быть красивыми, да? Ага. И смотрите, у них есть машинки, специальные утюги и оверлоки. Мы наряду с профессиональными, скажем так, портными и также мастерами производственного обучения, также и другими профессионалами продвигаем профессию портной для инклюзивного отделения. Здесь у нас учатся студенты с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. В соревнованиях Обилимпикс принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. В Туве желание участвовать в чемпионате изъявила в основном молодежь. У них есть огромная возможность и огромный потенциал показать свои полученные знания и навыки. И если здесь у нас будет хороший результат, то этот студент поедет в национальный чемпионат, который будет проходить в Москве через 55 дней. Это получается через 1,5 месяца состоится национальный чемпионат в Москве. А если в Москве отберут самого хорошего, и если наши студенты войдут в тройку лучших или в 5 лучших, то они могут представлять на международном уровне движение Обилимпикс. И для наших студентов, для выпускников это огромный шанс показать себя и показать нашу Туву, скажем так, в хорошем смысле этого слова. В номинации «Адаптивная физическая культура» свои силы решили испытать 6 молодых людей, которые выбрали путь не только своего оздоровления, но восстановления и сохранения здоровья другим людям. В-третьих, в вкусной компетенции поварское дело принимают участие представители Кызылского техникума экономики и права, Агдауrakского политехнического, Балгазинского агропромышленного и Тувинского политехнического техникумов. В компетенции поварское дело принимают участие 4 начинающих специалиста. Любой шум, любое отвлечение внимания заставляет их волноваться. Поэтому о ходе конкурса расскажет нам главный эксперт. Оцениваются участники по разным критериям. Это у них, например, по технике безопасности, по работе с оборудованием, с инвентарем, с инструментами, также по личной гигиене и по массе приготовленного блюда. Также оцениваются органолептические показатели. Это вкус, консистенция. На приготовление 2 блюд отведено 3,5 часа. Каждое варенье, каждый кусочек рыбы должен быть аппетитным на вид и на вкус. Всего в отборочном этапе в профессионализме состязаются 17 участников. Победившие в региональном туре повара, портные и тренеры адаптивной физкультуры примут участие в национальном чемпионате Обилимпикс, который пройдет в Москве этой осенью. Сайгын Бирбю, Буян Аюн, Мирана Иргит, Тува 24. В Туве выпуск Енисей и молоди краснокнижной стерляди проводят различные компании. Это делается в целях компенсации ущерба, причиненного биоресурсам республики. На этот раз совместную акцию провели 3 компании – Тыва-Энерго, Восток и Тардан Голд. Айдана Хавалы с подробностями. Мы находимся в 20 километрах от Кызыла у подножия горы Бом. Прямо сейчас 3 компании «Восток», «Тыва-Энерго», «Тардан Голд» запускают более 3000 мальков краснокнижной стерляди в Енисей. Энергетическая компания «Тыва-Энерго» и золотодобывающая компания «Тардан Голд» впервые выпускают партию молоди краснокнижной стерляди в бассейн реки Енисей, в то время как производственно-строительная компания «Восток» уже 3-й год подряд восполняет запас ценных видов рыбы в Енисее. «Тыва-Энерго» при строительстве особо важных для развития, республики Тыва объектов нанесло ущерб экологии. В свою очередь, «Тыва-Энерго» бережно относится к природе родного края. В связи с этим была приобретена партия и выпущена в естественную среду обитания, мальков стерляди в количестве 1943 штуки. Ранее не было такого ущерба. То есть объекты, как мы знаем, давно в республике Тыва не строились. Это на протяжении, 6, наверное, лет.
когда Тыва-Энерго наконец-то начали возводить новые объекты в развитии Республики Тыва при поддержке нашего правительства. Соответственно, появление этих объектов появился этот ущерб. Есть определенные расчеты, которые, опять же, выдаются специализированными организациями. И в рамках этих расчетов было приобретено именно это количество. Этот вид осетровых занесен в Красную книгу России и Тувы. Поддерживают популяцию данного вида по всей России искусственно, то есть также выращивают и выпускают в естественную среду. Молоть стерляди загружена в Алтайском районе Республики Хакасия на рыбзаводе Главрыбвод. Мальков транспортировали в специальном кубоконтейнере со встроенной системой обогащения воды кислородом. В естественной среде выживают из них небольшой процент. Мальки могут погибнуть и при зарыблении, если, например, их выпустить в реку в жаркую погоду. А вот такая прохладная пасмурная погода в самый раз. Температура воды сегодня плюс 10 градусов. До морозов рыба успеет адаптироваться, найти себе кормовую базу и остаться на зимовку. В рамках исполнения договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, осуществляется выпуск молоди стерляди в количестве 3318 штук в реку Енисей на территории Республики Тыва, ниже по течению города Кызыл. Выпуск осуществляется в присутствии представителей данных организаций. Молодь стерляди загружена в Алтайском районе Республики Хакасия на Белоярском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод». Транспортировка к месту выпуска осуществлена в специальном автомобиле, оснащенном изотермическими контейнерами. Температура воды в момент выпуска 10,4 градуса по Цельсию. Стерлядь называют царской рыбой. В Туве известны небольшие скопления зимующей стерляди по реке Кахем в Миковской, Малой Бельбейской и Сизимской ямах, а наиболее значительные и постоянные в Большой Бельбейской яме. Через год выжившие особи будут весить уже граммов 500, в 100 раз больше, чем сейчас. Напомним, что на территории Российской Федерации отлов стерляди запрещен. Ответственность помимо крупных штрафов может дойти и до уголовной. В этом году молоть краснокнижной стерляди выпустили и другие горнодобывающие компании. Это более 80 тысяч мальков, в полном объеме выполнив обязательства по восполнению водных ресурсов Сибирской реки. Айдана Хаулык, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува-24. Сегодня в Туву вернулся коллектив детского сводного духового оркестра Республики Тыва. Дети принимали участие во втором Всероссийском фестивале детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». В аэропорту их встретила наша съемочная группа. Материал выйдет в следующем выпуске новостей Тува-24. У меня на этом все. Всего вам доброго. До встречи.